Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Орталық коммуникациялар қызметінің алаңына қош келдіңіздер. Бүгін экономикалық дамудың жаңа моделі тақырыбындағы баспасөз мәслихатын өткізгелі отырмыз. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Добро пожаловать на площадку службы центральных коммуникаций. Тема сегодняшней пресс-конференции – новая модель экономического развития. Глава государства в своем послании народу Казахстана поставил четкую задачу по развитию экономики. В этой связи перед Министерством национальной экономики стоят задачи по разработке системных мер по дерегулированию бизнеса, расширению государственно-частного партнерства, а также совершенствованию налоговой политики. О том, как решаются эти задачи, нам подробно расскажут наши гости. Позвольте их представить. Министр национальной экономики Тимур Муратович Сулейменов, первый вице-министр национальной экономики Марат Абсеметович Кусаинов, а также вице-министр национальной экономики Тимур Микешевич Жаксылыков. Первое слово представляется вам, Тимур Муратович. Пожалуйста. Рахмет. Уважаемые журналисты, как уже было сказано, вы знаете, что глава государства в своем послании поставил задачу осуществить третью модернизацию нашего государства. Очевидно, что задача по модернизации государства многофакторная, широкая, многовекторная, и, соответственно, для того, чтобы ее реализовать, необходимо также создать новую экономическую модель роста. Как вы знаете, у нас глобально стоит задача по вхождению в тридцатку наиболее развитых государств. Соответственно, для того, чтобы двигаться в этом направлении, нам необходимо рассчитать те темпы роста, которые нам необходимы. Сейчас по оценке МВФ по итогам 2016 года ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, как вы знаете, это такая общая метрика для сравнения всех стран по всему миру, составляет порядка 25 тысяч долларов США на человека. Вместе с тем, чтобы войти в тридцатку, нам необходимо будет достичь показателя в 60 тысяч долларов на человека. Исходя из темпов экономического роста, которые складываются у нас сейчас и которые у нас есть в рамках прогноза социально-экономического развития на 5 лет, мы с этой задачей можем не успеть. Соответственно, так как у нас темпы закладываются порядка 3,5% в год. Мировая экономика растет также порядка 3% в год. Поэтому для того, чтобы выдержать эту конкуренцию и вырваться вперед, нам необходимо искать новые источники роста, новую модель роста. В этой связи хотелось рассказать вам, как мы будем двигаться в этом направлении. Как уже говорилось в послании и на расширенном заседании правительства с участием главы государства, нам, очевидно, необходимо задействовать потенциал наших базовых отраслей. Это те отрасли, которые обеспечивали экономический рост в прошлом, которые обеспечивают экономический рост на данный момент. Вместе с тем, рост должен быть и экстенсивным, и интенсивным. Что мы имеем в виду под экстенсивным ростом? Необходимо, очевидно, с точки зрения горнорудной промышленности, твердых полезных ископаемых, газа, нефти, необходимо расширять и способствовать геологоразведке, вовлечению тех ресурсов, которые еще не вовлечены в экономический оборот. С точки зрения сельского хозяйства, конечно, надо также увеличивать площадь орошаемых земель, площадь пахотных земель и так далее. Это что касается экстенсивной части вопроса. Вместе с тем, очевидно, что этими методами мы также не сможем добиться нашей глобальной задачи по вхождению в тридцатку, и необходимо искать источники интенсификации нашего экономического роста. И именно в этой связи мы должны исходить из того, что глобальная технологическое перевооружение, технологическая модернизация должна произойти у нас в наших базовых отраслях. Я уверен, что мои коллеги из Министерства энергетики и инвестиций и развития сельского хозяйства приходили и будут приходить на эту площадку с тем, чтобы более подробно рассказать, как трансформация будет происходить в базовых отраслях. Нам же, наверное, будет целесообразно рассказать о тех мерах системного, горизонтального характера, которые мы, как Министерство национальной экономики, предлагаем для всех субъектов в нашей стране. Как вы знаете, одним из ключевых элементов в экономике любого развитого государства является малый и средний бизнес. И в этой связи у нас стоит глобальная задача по повышению доли малого и среднего бизнеса в структуре ВВП с нынешних порядка 25% до 50% от ВВП. Нами предпринимается большое количество мер.
и сейчас эти меры систематизированы, собраны в одну программу продуктивной занятости, массового предпринимательства. О ней говорилось много, в том числе и в рамках Министерства национальной экономики. Я буквально остановлюсь на некоторых цифрах, на некоторых аспектах этой программы. Она запускается с 1 апреля. Соответственно, она предусматривает 3 основных направления. Первое – это кредитование. То есть и начинающие, и действующие предприниматели смогут получить займ, причем этот займ без каких-либо отраслевых привязок на любые виды деятельности размером до 18 миллионов тенге. Ну, он выражен в МРП, это 8 тысяч месячных расчетных показателей, по конечной ставке 6%. Хотелось подчеркнуть, что 6% – это конечная ставка, которая учитывает в себя и сборы и так далее. То есть никаких скрытых дополнительных расходов предприниматель не понесет. Нами предусмотрено 10 миллиардов на такие инициативы в рамках городов и 27 миллиардов в рамках сельских населенных пунктов. Очевидно, что одним из вопросов, которые возникают при привлечении кредитования, является отсутствие залогового обеспечения. Это мы четко понимаем, поэтому в рамках программы также предусмотрено гарантирование вот этих микрокредитов. Микрокредиты будут гарантироваться государством до 85%, то есть по тем, кто начинает свой бизнес, и до 50% от стоимости кредита по тем предпринимателям, которые продолжают свой бизнес. Опять же подчеркну, что для предпринимателя гарантирование кредитов будет абсолютно бесплатным, то есть это предусмотрено самой программой. То есть вам гарантируют, и вы не платите ни годовой, ни разовой суммы за эту гарантию. Поэтому это прекрасный инструмент, который хотелось бы еще раз, пользуясь этим случаем, донести до как можно более широкой аудитории тех молодых и других предпринимателей, которые хотят стартануть со своим бизнесом. Третий аспект программы – это то, о чем говорил также президент, это развитие человеческого капитала. То есть мы должны развивать предпринимательские компетенции в нашем населении, с тем, чтобы мы не думали, что зарабатывать на жизнь, на семью можно только работая по найму, что бизнес нужно и необходимо начинать, развивать и строить. Поэтому Бастау Бизнес – это программа, в рамках которой мы предоставляем курсы, 80 часов академических. Единым оператором этой программы определена НПП, потому что у нее широчайшая сеть во всех регионах, во всех районных центрах, поэтому по прохождению этих курсов будет защищаться бизнес-план, и на основании этого бизнес-плана затем будет, соответственно, привлекаться финансирование. Более того, НПП в рамках этой программы будет сопровождать предпринимателя в течение года по этому проекту. То есть, опять же, это прекрасный инструмент для того, чтобы попробовать свои силы в малом и среднем бизнесе. Что касается большой, масштабной, всеобъемлющей задачи по дерегулированию бизнеса, мы разделили ее на несколько направлений. Первое – это ревизия обязательных требований, которые применяются к малому и среднему бизнесу, и к бизнесу вообще, в ходе контрольно-надзорных мероприятий. Как вы знаете, сейчас для того, чтобы проверить, необходимо иметь соответствующие документы, в которых четко прописаны требования, и зачастую эти требования излишни, многочисленны, дублируются, и, соответственно, наша задача стоит в том, чтобы ненужные, дублирующие друг друга требования из проверочных листов контрольных и надзорных органов максимально сократить. Эту работу мы ведем, это первое направление. Теперь второе направление. Мы хотим двигаться не только с точки зрения самой процедуры проведения проверок, но и с точки зрения ее охвата. То есть сейчас у нас порядка 110 сфер, в которых осуществляется государственный контроль и надзор. И в рамках экспертной группы, которая работает при нашем министерстве, в рамках межведомственной комиссии, которая работает при правительстве, мы планируем сократить данные сферы как минимум на 10%. Сейчас у нас вырисовывается где-то 18 сфер, которые будут устранены, и, соответственно, контроль и надзор по этим сферам не будет осуществляться. Хотелось бы подчеркнуть, это не значит, что они не будут должным образом государством контролироваться, просто устраняются те, которые дублируют, которые носят избыточный характер, которые не приносят тех желаемых социальных результатов, которые ставятся самой целью регулирования.
Далее мы также хотим сокращать и будем сокращать те сферы, которые на данный момент выведены из общего порядка проведения проверок. Как вы знаете, последние годы мы достаточно последовательно шли по жесткой регламентации контрольных и надзорных органов, и теперь для того, чтобы выйти на предприятие, им необходимо обязательно зарегистрировать эту проверку в комитете по спецучетам в Генпрокуратуре и пройти ряд дополнительных административных процедур, чтобы просто выйти на проверку. Вместе с тем ряд сфер выведены из этого порядка, некоторые абсолютно обоснованно, но некоторые, на наш взгляд, наверное, надо пересмотреть и перевести их вот в этот более жесткий регламентированный порядок. Поэтому мы сейчас также подобрали 3 сферы, которые будем согласовывать в правительстве и затем предлагать в качестве законопроекта в парламент. Далее мы хотим расширять профилактические и предупредительные меры. То есть, как вы знаете, сейчас, выйдя на проверку, наши проверяющие органы обязаны автоматически выписывать протоколы, постановления, ну, то есть штрафовать. То есть мера административного воздействия является автоматической, потому что так у нас прописаны наши отраслевые и законы по предпринимательству. Мы хотим расширить сферы, в которых контролирующий орган, выйдя на проверки, не штрафует, а выносит предписание. То есть он нашел нарушение и предлагает бизнесу в какой-то разумный срок это нарушение исправить. При этом штраф не налагается. Если по истечении разумного срока, условно 10 дней, неделя, 2 недели, бизнесмен не исправляет выявленное нарушение, только тогда будет включаться меры административного воздействия. То есть это вот одно из направлений по контролю надзора, которое мы хотим развивать. Далее, информационные инструменты, а попросту статистическая ведомственная отчетность. Мы провели анализ и выявили порядка 1100 документов, которые различные виды бизнеса должны сдавать в различные государственные органы. Абсолютное большинство этих документов нам нужны, то есть это статистическая информация, на основе которой мы с вами смотрим, как развивается наша экономика, как развивается наша демография, наша торговля и так далее. На основании этого и бизнес строит свои планы, и государство принимает информированные решения. Но вместе с тем мы видим потенциал в сокращении этих видов отчетности, информационных инструментов. Где мы видим этот потенциал? Мы видим потенциал в том, чтобы совмещать электронные базы данных государственных органов с тем, чтобы та информация, которая имеется у одного органа, могла быть передана другому без запроса у самого субъекта хозяйствования. Естественно, хотим как можно больше статистической и ведомственной отчетности перевести в электронный документооборот. Опять же, в прошлые годы, в частности в 2014 году был сделан значительный прогресс по разрешениям и уведомлениям, был принят закон, в котором четко это прописано, но он касается разрешения и уведомлений, выдаваемых государственными органами. Вместе с тем, бизнес в рамках своей повседневной деятельности сталкивается с субъектами естественных монополий, с квазигосударственными субъектами, у которых есть собственные внутрикорпоративные процедуры на выдачу разрешений, на сроки, на согласование и так далее. И это, естественно, является также барьером. Это крадет время, это крадет трудовые ресурсы и деньги у бизнеса. Поэтому в рамках вот этой волны реформ мы погружаемся вот в разрешение и уведомления субъектов естественных монополий и квазигосударственного сектора. Еще одно направление – это развитие саморегулирования. В прошлом году закон был принят, ему еще меньше года, в мае прошлого года он вступил. Саморегулирование бизнеса крайне важно, потому что оно предлагает отход от жесткого государственного регулирования и переход на регулирование бизнеса через свои ассоциации с соответствующей ответственностью, финансовой ответственностью и так далее. Трудно пока сказать, почему бизнес не проявляет большой активности, но тем не менее у нас есть 6 направлений, по которым уже бизнес готов двигаться к саморегулированию, обязательному саморегулированию, и мы будем способствовать этому путем выявления тех правовых барьеров, которые на данный момент им мешают. Также проводим ревизию норм, антиконкурентных норм, которые имеются в законодательстве. У нас есть задача до конца года провести ревизию всего законодательства. К
к маю мы внесем в правительство первый блок нашего анализа. Еще одним направлением нашей деятельности в части фронтального снижения издержек бизнеса и дерегулирования в целом является анализ тех документов и тех плат, которые осуществляются бизнесом при взаимодействии с государственными предприятиями. То есть, когда, допустим, мы оформляем земельный участок или дом, нам необходимо пойти в соответствующую РГП, которая за определенную плату делает эти замеры, и у него есть также свои сроки, своя стоимость этих услуг. Мы хотим посмотреть на обоснованность стоимости этих услуг, на обоснованность тех сроков, которые они ставят, и максимально их сократить. Это что касается нашего направления работы по дерегулированию бизнеса. Еще один важный горизонтальный вектор нашей работы – это приватизация. Как вы знаете, у нас был введен Yellow Pages Rule, то есть мы запретили законодательно государственным органам организовывать создавать новые предприятия и заставили пересмотреть уставы существующих предприятий по тем видам деятельности, где бизнес вполне представлен и может оказывать эти услуги, осуществлять эту деятельность самостоятельно, без государственных органов. Эта работа будет продолжена. По комплексному плану приватизации мы по поручению президента сдвигаем сроки с 2020 года на 2018, и, соответственно, к концу следующего года все объекты, кроме объектов, которые идут через IPO, будут реализованы. По результатам, в частности, если взять Самрух-Казна, планируется, что к концу уже этого года с действующих порядка 400 компаний в рамках их корпоративной структуры останется 300. То есть это существенное сокращение на 25%. И из действующих уровней 6 оно сократится до 4, ну, максимум до 5. Таким образом, мы будем способствовать выполнению задачи президента, снижению доли государственного сектора в структуре ВВП страны. Теперь это вот я рассказал о системных мерах, горизонтальных мерах, которые касаются всех субъектов экономики. Сейчас вот по тем направлениям, которые непосредственно в положении нашего министерства. В части налоговой политики разрабатывается новый налоговый кодекс, большой документ. Мы посмотрели, это действительно документ не может быть поправками. В действующий налоговый кодекс пришло время реформировать значительно, существенным образом. Этот важнейший документ для бизнеса. Поэтому сейчас мы работаем в этом направлении. В части большой блок поправок будет касаться недропользования. Он будет способствовать той задаче, которая перед нами стоит, вовлекать дополнительные блоки, дополнительные территории в геологоразведку. Соответственно, мы планируем отменить бонус коммерческого обнаружения. Его многие называют, инвесторы, бонусом за успех, потому что когда ты обнаружил какие-то ресурсы, ты должен значительную сумму заплатить за это. Хотим также существенно снизить подписной бонус, то есть это тот вид налога, который уплачивается при подписании контракта. По Каспию, как вы знаете, достаточно перспективный нефтегазоносный регион, вместе с тем очень сложные экологические, геологические, технологические процедуры для того, чтобы достичь успеха. Поэтому высокие риски и низка на данный момент в рамках существующего налогового режима инвестиционная привлекательность по шельфовым проектам. Поэтому предлагается рассмотреть возможность перехода на налог на финансовый результат, когда ты не платишь налоги недропользователя, которые у нас сейчас есть, на этапе разведки и на этапе добычи, а платишь только тогда, когда ты получил конкретный финансовый результат. Тогда ты должен, конечно, заплатить существенную сумму. Ряд других изменений будет у нас также в части налогообложения недропользователей. По специальным налоговым режимам мы много раз подходили к вопросу о возможности устранения нормы, которая запрещает применение специальных налоговых режимов в сельском хозяйстве в связи с аффилированными лицами. На данный момент, все взвесив, посмотрев все риски, все за и против, совместно с Минфином, Комитетом госдоходов, мы предлагаем эту норму о запрете применения СНР аффилированными лицами пересмотреть.
Далее, в связи с тем, что у нас истекает переходный период по ВТО в части уменьшения КПН и НДС на 70% производителям сельхозпродукции, предлагаем заменить эту норму на дифференцированную ставку по НДС. Да, она будет применяться, должна применяться по национальному режиму и к импортным товарам, но тем не менее мы очень тщательно проработали это с сельхозбизнесом, и они считают, что это приемлемо. Также ряд новелл будет связано с налоговым администрированием, о которых, наверное, мы можем сказать позднее, либо в рамках беседы с министром финансов. Что касается еще одного важнейшего направления нашей деятельности, это закон о естественных монополиях. Закон о естественных монополиях был принят еще в 1999 году. С тех пор неоднократно точечно вносились изменения. Он приобрел такой недостаточно структурированный вид, разбросанный. Поэтому нами разработан и внесен в правительство, сейчас он находится уже в канцелярии премьер-министра, новый закон о естественных монополиях. Там сохраняется понятный нам всем затратный метод тарифообразования, но вместе с тем вот эта часто критикуемая ситуация, когда у субъекта естественной монополии нет стимула снижать свои расходы, потому что то, что он снижает, сразу же влияет на его тариф. Для того, чтобы эту ситуацию избежать, мы предлагаем постепенно переходить к стимулирующему методу, где он сможет оставлять часть прибыли себе, но в зависимости от качества и стоимости своих услуг. То есть это новелла, это то, что используется в странах ОСР. Мы этот закон разрабатывали вместе с Европейским банком реконструкции и развития, учли в нем все новеллы. Но он потребует существенной корректировки, в том числе финансово-хозяйственной деятельности самих субъектов естественной монополии. По мере его прохождения мы будем готовы информировать вас, уважаемые коллеги и общественность, о том, что там происходит. По услугам мы часто забываем о том, что порядка 60%, на данный момент 58% от всего ВВП формируется за счет рынка услуг. Поэтому для того, чтобы этот потенциал этого компонента нашего ВВП полноценно реализовать, у нас есть программа по развитию сферы услуг, но мы ее, исходя из послания, исходя из того, что нам необходимо фокусироваться на новых видах услуг, создавать новые отрасли, будем дорабатывать. Наверное, у нас есть там много о чем сказать, но в рамках вопросов и ответов мы проговорим. Также разрабатывается экспортная стратегия Казахстана, потому что в последние годы мы зависели от инвестиций, то есть экономический рост, если пофакторно смотреть, был в основном фактором инвестиций, иностранных инвестиций, государственных инвестиций, в меньшей степени фактором внутреннего потребления. Для того, чтобы системно двигаться и в меньшей степени зависеть от этих факторов, мы считаем, что нам необходимо развивать экспорт, не сырьевой экспорт в первую очередь. Но об этом скажут мои коллеги более подробно. Также, конечно, стоит ряд задач у нас, связанных с сохранением стабильной макроэкономической среды, с использованием национального фонда, упрощением бюджетных процедур, ГЧП и так далее. Также коллеги мои расскажут, там много что интересного у нас планируется. Ну и, наверное, завершая свое выступление, ключевым документом для нашего министерства, для правительства в целом, будет стратегический план 2025. То есть это мостик между сегодняшним днем и 2050. То есть мы хотим на условно десятилетний период прописать, какие целевые индикаторы нас ждут, по каким векторам мы будем двигаться. И это касается не только экономики, социальной сферы, а всех остальных компонентов нашей жизни. И нам предстоит Министерству национальной экономики разработать этот план, обеспечить его широкое общественное обсуждение, принятие и экспертным обществом, и обществом в целом, и, естественно, затем закрепление его указом главы государства. На этом все. Будем готовы ответить на ваши вопросы
в рамках сессии. По Благодарим вас, Тимур Муратович. Уважаемые коллеги, вы знаете, что в компетенцию Министерства национальной экономики входит очень большой, обширный круг вопросов, среди которых это развитие государственно-частного партнерства, бизнеса, а также бюджетной политики. Именно об этих вопросах нам расскажет Марат Абсаметович. Спасибо, вам слово. Рахмет. Құрметті брифингке қатысушылар, мемлекет басшысы Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттік атты Қазақстан халқына жолдауында қойған міндеттерді іске асыру мақсатында министрлік фискалды саясат саласындағы қызметі келесі бағытта болады. Бірінші, бюджет шығыстарының тиімділігін арттыру. Екіншіден, ұлттық қордың активтерін сақтау және мемлекеттік қаржының тұрақтылығын арттыру. Үшіншіден, бюджеттің мұнайдан түсетін кірістерге тәуелділігін төмендету және мұнай емес сектордан түсетін кірістердің өсуін ынталандыру. Төртінші, фискалдық орталықсыздандыру шеңберінде жергілікті атқарушы органдарының дербестігін арттыру. Бесінші, жекешелендіру және жекеменшік секторды тарту есебінен бюджетке жүктеменің төмендету. Первое. В целях повышения эффективности бюджетных расходов будут упрощены бюджетные процедуры. Главой государства в послании указано на необходимость сокращения времени доведения средств до реальной экономики. В связи с этим в настоящее время совместно с Министерством финансов прорабатываются меры по кардинальному упрощению бюджетных процедур. Второе. В прошлом году главой государства была утверждена новая концепция формирования и использования национального фонда. Новая концепция нацелена на недопущение истощения национального фонда и сохранение его для будущих поколений. В концепции вводится ряд новшеств. Первое – это размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет будет поэтапно и постепенно снижаться с текущих 2 триллионов 880 миллиардов тенге до 2 триллионов тенге в 2020 году. Второй, будет введен запрет на предоставление из национального фонда облигационных займов субъектам квазигосударственного сектора экономики. Третье. В национальный фонд будут дополнительно направляться поступления от приватизации объектов республиканской собственности и квазигосударственного сектора. Тем самым мы расширяем доходную базу национального фонда. Четвертое. Введено ограничение по объему долга правительства и внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора, который суммарно не должен превышать размер валютных активов национального фонда. Третье. В целях снижения зависимости бюджета от нефтяных доходов будут приниматься меры по стимулированию роста доходов от ненефтяного сектора экономики. Четвертое. Снижение нагрузки на бюджет, как уже отмечал Тимур Муратович, также будет способствовать проводимая работа по приватизации и передаче предприятий с госучастием в конкурентную среду. Пятое. Особенно в текущих условиях актуальным становится расширение применения инструментов государственно-частного партнерства для повышения привлекательности проектов ГЧП и их широкого применения. За прошедший период был проведен ряд концептуальных изменений законодательства. Первое – это предоставлена полная самостоятельность акиматам регионов по планированию, разработке, экспертизе и проведению конкурсов по местным концессионным проектам стоимостью до 9 миллиардов тенге. Второе – это принят новый закон о государственно-частном партнерстве, который позволяет реализовывать проекты ГЧП во всех сферах экономики. Третье. В программе «Дорожная карта бизнеса 2020» предусмотрено применение инструментов субсидирования и гарантирования по кредитам в рамках проектов ГЧП. Тем самым проекты ГЧП становятся более привлекательными для частного сектора. Для применения упрощенных процедур утверждены типовые документации по проектам в 10 отраслях экономики, что позволяет сократить сроки от экспертизы до заключения контрактов по проектам ГЧП до 4 месяцев, что в 2,5 раза меньше стандартных процедур. В соответствии с предложениями Национальной палаты Атамекен и Банка второго уровня
а также регионов сокращены сроки экспертизы и согласований почти что в 2 раза, с 11 до 6 месяцев. О текущей ситуации по проектам ГЧП хотел бы отметить, что с учетом принятых законодательных и системных мер усилилась активность регионов по подготовке и реализации проектов ГЧП в регионах. Так, на сегодня уже заключены договора по 40 проектам, в том числе по 3 проектам ГЧП на республиканском уровне на сумму 48 миллиардов тенге. И на региональном уровне заключено 37 контрактов по проектам ГЧП на сумму 24 миллиарда тенге. Также на стадии конкурса и объявления конкурса находится 16 проектов на сумму 13 миллиардов тенге. На стадии разработки концепции находится еще 312 проектов. В целом работа по стимулированию и развитию ГЧП в данном направлении продолжается. Спасибо. Спасибо вам за предоставленную информацию. А теперь о торговой политике и интеграции нам расскажет Тимур Микешевич. Вам слово. Уважаемые журналисты, благоприятные условия для доступа отечественной продукции на внешние рынки, развитие производства экспортоориентированных товаров и повышение привлекательности для инвесторов – это основные приоритеты внешнеторговой политики Казахстана и в рамках участия в интеграционных процессах. Хотел бы сегодня остановиться на нескольких моментах. Как вы знаете, в соответствии с поручением главы государства разрабатывается национальная экспортная стратегия, о которой уже сказал Тимур Муратович. Стратегия будет включать в себя несколько направлений по созданию эффективной системы поддержки и продвижения казахстанского экспорта. Во-первых, систематизация всех механизмов поддержки. Мы должны дать производителям исчерпывающий ответ на вопрос о том, какие меры поддержки для них доступны. Во-вторых, мы намерены на системной основе выявлять и продвигать конкурентоспособную продукцию отраслей. И это позволит адресно и эффективно продвигать интересы наших предпринимателей на внешних рынках. В-третьих, важным фактором является обеспечение транспортной доступности потенциальных рынков. И в-четвертых, перед нами стоят задачи по освоению не только традиционных рынков сбыта, но и выхода на новые рынки. Для реализации этих направлений изучаются лучшие примеры успешных программ развития экспорта иностранных государств, и реализация стратегии инструментов поддержки экспорта должна способствовать расширению производства готовой продукции. Еще один момент, на котором хотелось бы сегодня остановиться, это работа по созданию зон свободной торговли. Как вы знаете, в Евразийском экономическом союзе ведется единая внешнеторговая политика, и поэтому эти переговоры ведутся именно в рамках Евразес. Сегодня мы активно ведем переговоры по соглашениям о свободной торговле с Израилем и Сербией. Вы помните, что в 2015 году было подписано первое большое соглашение Евразес о свободной торговле с Вьетнамом, которое в прошлом году в октябре вступило в силу. Теперь мы уже ведем активно с Израилем и Сербией. С Китаем ведется работа по соглашению об углубленном торгово-экономическом сотрудничестве. Это соглашение не преференциального характера, но учитывая значение Китая как глобального рынка сбыта, который является к тому же нашим соседом, с традиционно очень хорошими торгово-экономическими и политическими отношениями, для нас проект этого соглашения очень важен. Хотелось бы также сообщить о том, что в настоящее время интенсивная работа ведется по заключению временного преференциального соглашения с Ираном. Это очень важное соглашение, во-первых, потому что Иран – это страна, которая находится в нашем регионе, наш сосед, пограничное государство по Каспийскому морю, страна с большим и динамично растущим рынком, почти 80 миллионов населения в этой стране, а также потому, что Иран традиционно страна с довольно закрытым торговым режимом, которая преференциальное соглашение имеет с избранным перечнем стран. Мы надеемся, что та работа, которая уже проведена, позволит нам уже в этом году выйти на заключение этого преференциального, временного преференциального соглашения. Иран – большой рынок сбыта, и для нашего зерна мы традиционно
довольно много муки и зерна поставляем на иранский рынок, для наших металлов, и мы надеемся получить преференции по ряду других видов продукции. Кроме того, иранский рынок важен и своим транзитным значением, потому что он даст нам возможность выхода на емкие рынки стран Среднего Востока. В целом мы намерены в рамках развития двусторонних торгово-экономических отношений делать акцент в первую очередь на наших странах-соседей. И в этой связи огромное значение имел состоявшийся 22-23 марта государственный визит президента Узбекистана Мирзиёева в Казахстан. В рамках визита, как вы знаете, был подписан ряд документов, имеющих весьма большое значение, в том числе стратегия экономического сотрудничества на 17-19 годы, декларация об углублении стратегического партнерства, соглашение о межрегиональном сотрудничестве и другие. Только в рамках визита были подписаны договора на общую сумму около $1 миллиарда США. Мы надеемся, что это сотрудничество у нас будет динамично развиваться. Те соглашения, которые мы достигли для наших отношений, являются беспрецедентными за последние десятилетия. И еще один момент, о котором хотел бы также сказать. Наше министерство совместно с другими государственными органами ведет работу над таможенным кодексом, республиканским таможенным кодексом Казахстана. Мы надеемся закончить работу над ним в течение этого года. Вы знаете, что в рамках Евразийского экономического союза разработан и внесен на подписание главам государств. 4 глав государств его уже подписали. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Мы ожидаем, что он окончательно будет подписан в ближайшее время и внесен для проведения процедур ратификации. Но таможенный кодекс Евразес оставляет большое правовое пространство для регулирования национального. Там довольно много норм, которые отнесены на национальную компетенцию. Это требует разработки и принятия национального таможенного кодекса. В целом, те подходы, которые в рамках таможенного кодекса предполагаются, направлены на приоритет электронного декларирования, приоритет безбумажных технологий, направлены на усовершенствование процесса предоставления таможенным органам предварительной информации, а также акцент на посттаможенный контроль. Все эти меры делают новый таможенный кодекс достаточно революционным, с учетом того, что он давно не обновлялся. Мы надеемся, что он создаст значительно более благоприятные условия для наших бизнесменов для ведения внешнеторговых операций. Спасибо. Благодарим вас за информацию. Құрметті әріптестер, сауал қою ретіне көшеміз. Уважаемые коллеги, перед тем, как мы перейдем к вопросам, хотел бы напомнить, что сегодня по видеоконференц-связи с нами также участвуют в брифинге наши регионы, ряд регионов, которые также могут задавать свои вопросы. А теперь давайте перейдем к вопросам. Так, первый вопрос, Казинформ, да. Я Казинформ. Тимур Муратович, недавно вы сказали о том, что стоит подумать о снижении социального налога, отметив при этом, что для того, чтобы почувствовать эффект, необходимо снизить существенно, то есть в 1,5-2 раза. Хотелось бы узнать, какая работа идет сейчас в данный момент в этом направлении. Спасибо. Большое спасибо за вопрос. Да, из-за того, что у нас действительно происходит определенная нагрузка, рост нагрузки на фонд оплаты труда, нам необходимо задуматься о том, чтобы сохранить, поддержать конкурентоспособность наших производств, потому что расходы на зарплату, на фонд оплаты труда – это всегда существенная доля в любой структуре себестоимости. Особенно если мы говорим о рынке услуг, особенно если мы говорим о новых индустрии, новой экономике, где все вокруг человеческого капитала крутится. Поэтому снижение социального налога – это, наверное, то, что нам необходимо действительно проработать. Мы в рамках рабочей группы, которая создана, она функционирует на ежедневной основе с 6 до 9 у нас в министерстве. Мы делаем расчеты и соответствующе рассматриваем последствия, потому что социальный налог, помимо того, что это налог, он обеспечивает поступление в бюджет, помимо этого это налог местный. То есть он поступает в местные областные бюджеты. И то есть помимо, собственно, поиска
выпадающих доходов за счет других каких-то плат, нам необходимо задуматься о межбюджетных отношениях. Поэтому вопрос крайне непростой, он в проработке. Вот я вам примерно описал, что нам необходимо проработать, чтобы окончательное решение в правительство внести, предложить. Құрметті әріптестер, тағы да естеріңізге саламын. Бүгінгі брифингімізге бейне конференц байланыс арқылы біздің аймақтарда қосылып отыр. Солардың бір сұрағын қабыл алсақ, сіздердің рұқсатыңызбен Ақмола облысынан сұрақ қоямыз деген ниеттер бар екен. Касымжанова Райлым, Акмола области. Марат Абсеметович, у меня к вам вопрос. В прошлом году содержать инфляцию в запланированном коридоре не удалось. Какие меры будут приняты в этом году для ее содержания? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, хотел бы отметить, что с начала текущего года инфляция по сравнению с декабрем прошлого года составила 1,8%. И по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она снизилась на 0,7% пункта. Если же брать в годовом выражении, то инфляция составила 7,8%, что уже находится в целевом коридоре 6,8%. То есть мы уже свои прогнозы реализовываем. Но что намечается сделать в части сдерживания инфляции? Будет разработан, вернее, комплекс мер. Первый из них – это ситуация на продовольственных рынках. Первый будет повышенная эффективность существующих механизмов формирования и использования стаб-фондов в регионах. Второе – предполагается передача функций по регулированию цен на продовольственные товары акиматам регионов. То есть эта работа будет передана в регионы и, соответственно, усилена. Также мы намечаем продолжить работу по пресечению антиконкурентных действий субъектов рынка. У нас есть филиалы во всех регионах, филиалы антимонопольного ведомства. И соответствующую работу нами уже проводится в части необоснованного роста цен на отдельные виды товаров. Будет продолжена практика проведения региональных ярмарок, сельхозярмарки во всех регионах с участием местных исполнительных органов. То есть они будут переведены на регулярную основу. Ну и последнее, что мы предполагаем, для недопущения роста цен и тарифов на услуги субъектов естественных монополий, максимальный вклад в инфляцию от изменения цен на регулируемые коммунальные услуги будет удерживаться на уровне 1,2% в рамках предполагаемого уровня инфляции. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте. Телеканал ТДК. У меня вопрос к министру по поводу 18 миллионов тенге кредитов. Вы сейчас говорили о миллиардах, до вас министр труда говорил о миллиардах с высоких трибун по телевизору. Но это в теории, а на практике мы разговаривали с получателями потенциальными, которые собрали полный пакет документов и стоят в очередях очень долго. Вопрос, где сели миллиарды? Второе, вы сами признавали, что 34 тысячи потенциальных получателей – это очень мало, что называется, размазано по тарелке. Вот не проще ли было выдавать по 3 миллиона, но большему количеству людей? И последнее, вот мы разговаривали с акимами поселков под Астаной. Они говорят, что им деньги не дают, деньги уходят в регионы. Получается, некоторых жителей игнорируют. Почему? Рахмет. Спасибо большое за вопрос. Ну, во-первых, говорить о том, что миллиарды где-то осели, это, наверное, не совсем верно. Дело в том, что понятно, что есть программа, которая утверждается постановлением правительства. Затем необходимо под нее подзаконные акты, потому что все, что касается денег, процедур и так далее, это должно быть строго зарегламентировано. Кто выдает, в какие сроки, как выдает и так далее. Это требует разработки нормативно-правовых актов более низкого уровня, в частности, приказов различных министерств. Министерства труда, нашего министерства и других. Поэтому вся нормативная база сформирована на данный момент. Поэтому сейчас, это первое. Второе, для того, чтобы эти деньги довести, ну, я вот на правительственном часе рассказывал об этом, мы задействуем инфраструктуру существующую, банков второго уровня, микрокредитных организаций. То есть неправильно, если будут квазигосударственные институты сами выискивать предпринимателей, сами выдавать, сами нести ответственность. Это неправильно, потому что им понадобится иметь огромную филиальную сеть, это излишние риски, соответственно, и плюс это рост государственного вмешательства опять в экономику. Поэтому мы этого не хотим и максимально задействуем инфраструктуру частный бизнес, которая уже есть.
Поэтому с ними тоже необходимо проговорить. Это мы никого насильно не можем заставить. Какой банк хочет участвовать, какая микрокредитная организация хочет участвовать, смотрит на свои риски, на свои выгоды. Это тоже требует работы и поиска таких организаций. Соответственно, сейчас вся и нормативная, и инфраструктурная составляющая готова. Поэтому фактическое выделение средств начинается с апреля. Поэтому эти деньги еще, я сомневаюсь, что кто-то уже приходил, опять же повторюсь, нормативной базы еще не было. Когда они придут, мы постарались своих нормативно-правовых актов уменьшить количество процедур, согласований и так далее. Но тем не менее это будет получение ровно такого же кредита, что и в обычном режиме. Такое же количество документов. У нас есть, мы строго ведем по всем участникам этого, какие документы требуются, нет ли излишних. Поэтому там никаких каких-то особенных требований в сравнении с тем, как я получал бы кредит сам, нет. Просто гораздо ниже ставка, гораздо более мягкие условия. Это что касается первого вопроса. То есть эти деньги начинают задействоваться в экономике вот сейчас. Второе. Вопрос правильный, интересный. Да, относительно, может быть, надо было снизить размер самого кредита и расширить охват. Но это стартовый год реализации программ. Мы, когда рассчитывали этот размер, посмотрели, ну, что можно сделать с той или иной суммой. И пока говорим о том, что эта сумма максимальная. Это не значит, что каждый, кто придет, будет брать 18 миллионов. Это не так. Это до 18 миллионов. То есть, если я хочу маленький придомовой магазинчик, вполне возможно, мне 3 миллиона необходимо. Если я хочу какое-то небольшое производство, там, швейную фабрику или так далее, мне все 18 миллионов понадобится. Но 18 миллионов – это сумма до. Мы ожидаем, что средний чек, условно, будет примерно 4 миллиона. В зависимости от того, как эта программа будет на практике реализовываться, возможно, будем либо вверх двигать, либо вниз двигать. Но вот я хотел бы пояснить, что это до. Каждый бизнесмен сам для себя будет рассчитывать, кто-то там возьмет миллион, кто-то 900 тысяч, а кто-то все 18. И третье, повторюсь, акимы не вовлечены никак. Вовлечены институты развития и вовлечены банки второго уровня, микрокредитные организации. Соответственно, районные акимы или поселковые акимы в выдачу денег не вовлечены. И это не нужно. Не нужно, чтобы аким выдавал деньги предпринимателям. Для этого есть соответствующие институты, соответствующими кредитными комитетами, правилами, методиками, и которые, соответственно, несут ответственность перед бюджетом. Потому что если их заемщик дефолтнет перед бюджетом, то есть будет нести ответственность либо банк второго уровня, либо вот соответствующая микрокредитная организация. Это очень важно. Так что надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Спасибо. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, служба центральных коммуникаций возобновляет практику сбора вопросов через социальную сеть Facebook. Уже есть некоторые из них. Разрешите вот один вопрос задать. Пользователь Лунар Ахметова адресует свой вопрос к Тимуру Микешевичу. Вопрос звучит следующим образом. Иногда бизнесмены Казахстана говорят о том, что в ЕАЭС созданы не совсем конкурентные условия для отечественных предприятий. Критика звучит и со стороны депутатов. Как вы прокомментируете такие заявления? Спасибо за вопрос. Хотелось бы отметить, что условия для ведения бизнеса в рамках Евразес для предпринимателей всех 5 стран созданы одинаковые. Другой вопрос, что несмотря на то, что большинство, львиная доля барьеров, изъятий на этапе формирования Евразийского экономического союза была устранена. Напомню, что у нас отменен таможенный контроль, единое требование в сфере технического регулирования, санитарных, фитосанитарных, ветеринарных требований действуют и так далее. Тем не менее, у нас сохранилось ограниченное количество барьеров и изъятий. Но эти барьеры и изъятия, во-первых, их немного, повторюсь, во-вторых, они носят, так сказать, обоюдоострый взаимный характер. Ну, хотелось бы просто проиллюстрировать. Например, очень много говорят об ограничениях по поставкам алкогольной продукции, табачной продукции, ограничения, связанные с оборотом автомобильной продукции на общих рынках. Дело в том, что это как раз те вещи, о которых мы на этапе сформирования Евразийского договора пока не смогли договориться. Но
Какую работу мы ведем сейчас? Мы, во-первых, вместе с комиссией, вместе со странами-партнерами эти барьеры, изъятия, ограничения, мы их выявили, идентифицировали, их количество. Мы договорились о первоочередном перечне, который будет устранен. Это порядка 60 таких барьеров. Мы по каждому из 60 барьеров делаем дорожную карту по их устранению. И все стороны настроены решительно, чтобы их окончательно устранить. Хотелось бы также еще сказать, что есть ряд изъятий, Казахстан для себя оговорил, которые носят характер, во-первых, временный характер, они будут поэтапно отменяться. Во-вторых, это те изъятия, по которым мы поставили свой бизнес в привилегированное положение, так как мы с помощью этих изъятий готовим наш бизнес к тем условиям, в которых они будут функционировать через некоторое время. Ну, о чем я говорю? Ну, во-первых, это касается в сфере автомобильного транспорта договоренностей о поэтапной либерализации автомобильных каботажных перевозок. Если Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия либерализацию начинают с 2016 года, то Казахстан будет применять ограничения по доступу на свой внутренний рынок перевозчиков стран-партнеров и присоединяется к этой программе только с 2025 года. Это позволит нашим перевозчикам в вот эти сроки реализовать свои планы по модернизации транспортного парка, повышению конкурентоспособности. В сфере промышленности мы добились закрепления переходных периодов, в течение которых мы будем применять требования по развитию местного содержания. В частности, это касается промсборки моторных автомобильных средств до 1 июля 2018 года и переходный период по местному содержанию в контрактах на недропользование до 1 января 2025 года. У нас более льготные по сравнению со странами-партнерами сроки либерализации в отдельных секторах услуг, в частности, в сфере строительных услуг, услуг по геологическим, геофизическим, другим изыскательным работам. Наши страны-партнеры открываются с 2019 года, а Казахстан только с 2025 года. Поэтому хотелось бы сказать, что если все-таки в нарушение, мы не должны исключать того, что, может быть, некоторые страны и нарушают имеющиеся договоренности. Если в нарушение этих договоренностей все-таки определенные барьеры создаются, и наши участники внешнеэкономической деятельности с этими барьерами сталкиваются, во-первых, это нарушение договоренностей, и, во-вторых, я пользуюсь возможностью обратиться к предпринимателям, к Национальной палате о том, чтобы о таких фактах нас незамедлительно информировали. Мы активно работаем с партнерами, и есть договоренность, что по таким фактам будет очень быстрая взаимная реакция по их устранению и недопущению в дальнейшем. Спасибо. Спасибо за полный ответ. Еще один вопрос. Добрый день. Казинформ. Гульмира Сарбасова, МИА Казинформ. У меня вопрос к Марату Апсиметовичу. Скажите, пожалуйста, будут ли объединены в итоге налоговые и таможенные кодексы? Каких изменений ждать казахстанскому бизнесу в этом плане? Я коротко отвечу. Объединение налогового и таможенного кодекса не предполагается. Спасибо. Следующие вопросы. Коллеги, пожалуйста. Казахстанская правда, Нургалиев. У меня вопрос по поводу закона об естественных монополиях. Какие стимулирующие нормы конкретно? Вкратце об основных. Во-первых, спасибо за вопрос. На самом деле мы говорим не о стимулирующих нормах, а о внедрении самого метода. То есть вы сами знаете, что у нас базовый метод, и в принципе единственный метод – это затратный метод, когда рассчитываются затраты, и исходя из этих затрат высчитывается тот тариф с определенной нормой прибыли, который, естественно, монополист в конце концов получит. Очень сложный процесс, и так как чем больше затрат, тем выше тариф, естественно, у самих монополистов никакого стимула сокращать эти затраты нет. Поэтому, когда мы говорим о новом законе, мы говорим о внедрении стимулирующего метода как новеллы.
То есть затратный метод будет сохранен, но постепенно мы будем переходить к стимулирующему методу. Это там, где мы позволяем определенную норму прибыли сохранять себе. То есть тебе определили тариф, но если ты, исходя из своей собственной финансово-хозяйственной деятельности и не снизив качество, сроки поставки и так далее, всех услуг естественных монополий, сумел получить прибыль, мы у тебя ее не будем изымать. То есть сейчас эта прибыль будет изъята. А так она будет сохранена. Но там будет большое количество факторов, большое количество критериев, исходя из которых эту прибыль можно будет сохранить. Ну, то есть и там в том числе будут вовлечены общественные объединения, то есть с целью оценки объективности вот этих, качества этих услуг. Наверное, более подробно мы можем рассказать, там достаточно много новелл, и в принципе этому можно посвятить отдельное какое-то обсуждение. Но самое главное, что стимулирующий метод – это само по себе новелла, потому что сейчас ее в законодательстве нет. Спасибо, Тимур Муратович. Следующий вопрос. Агентство РИА Новости. У меня два вопроса. Первый вопрос касается соглашения о зоне свободной торговли с Ираном, временном соглашении. Хотелось бы узнать степень проработки этого документа, то есть степень готовности, да, примерные сроки все-таки, когда он может быть подписан, может быть, на каком-то мероприятии это планируется сделать. И вот звучит, что это временное соглашение, то есть на какой период оно будет рассчитано. И второй вопрос касается ревизии законодательства на предмет норм, которые мешают развитию конкуренции. Было озвучено, что в мае будут представлены первые результаты этой работы, а когда будут последние результаты, то есть когда уже эта работа планируется к завершению полностью? Спасибо. Спасибо за вопрос. На первый вопрос я постараюсь ответить. Временное преференциальное соглашение с Ираном – это не соглашение о зоне свободной торговли. Почему он называется временным? Мы его заключаем на определенный период, на 3-летний период. Связано это с тем, что Иран пока еще не является членом Всемирной торговой организации, ведет переговоры, и по условиям присоединения ко Всемирной торговой организации торговый режим Ирана будет значительно либерализован. И поэтому мы ведем переговоры по заключению такого соглашения на определенный период с тем, чтобы после определения условий членства Ирана в ВТО договориться надеемся, что мы договоримся в последующем о полноценном соглашении о зоне свободной торговли. О чем речь в части преференциальной идет? Мы ведем переговоры по достаточно ограниченному перечню взаимного экспортного интереса, нашего экспортного интереса к Ирану и экспортного интереса при поставках Ирана, при поставках на наш рынок. Кроме того, есть часть, связанная с нетарифными мерами. Дело в том, что иранская сторона очень активно применяет нетарифные меры, такие как запреты, ограничения и в большом количестве. И мы надеемся, что в рамках нашего соглашения мы сможем договориться об определенной либерализации. В целом соглашение, конечно, оно и по перечню товаров, и по плану уступок в части нетарифных мер достаточно ограниченное, но с учетом традиционной закрытости, торговой закрытости Ирана, мы считаем, что это очень большой шаг вперед. По срокам, когда мы завершим переговоры и договоримся, пока ничего определенного сказать не могу. Надеемся, что в течение этого года мы завершим. Спасибо. По вопросам антиконкурентных норм у нас срок стоит по проведению ревизии всего законодательства в течение года, поэтому мы, исходя из собственного внутреннего графика, до конца года всю ревизию всего законодательства завершим. Но первый этап, вот, как я уже сказал, к маю. Евразия телеарнасынан Артур Мағзумов. Бізде алдағы экспо кезінде азық-түліктің бағасы, жалпы баға көтеріліп кетпей ме? Соның ішінде азық-түліктің бағасы қымбаттамайды ма? Екінші сұрақ, осы экспо кезінде азық-түліктің экспорты төмендеп кетпей ме? Өйткені бізде ет өндірісін білесіздер, әлі де төмен көрсеткіші. Сол кезде ішкі нарықтан сұраныс көбейген кезде ет өндірісі төмендеп кетпей ме? Қысқа шығарылады. Сұрағыңызға рахмет. Я, честно говоря, не думаю, что проведение экспо будет влиять на уровень цен в более высокую или более низкую сторону. Но, по крайней мере, ясно, что это будет каким-то образом влиять на цены на гостиницы, на услуги ресторанов и объектов развлечений, и туристических объектов. Но с точки зрения
влияние на продовольственные цены. Все-таки, когда мы ожидаем приезда туристов, которые в меньшей степени, наверное, ходят по нашим магазинам, в большей степени посещают туристические объекты, сам Экспо, проживают в гостиницах, ходят в музеи и, наверное, питаются больше в объектах общественного питания. Поэтому какого-либо повышения цен отдельного на период Экспо мы не ожидаем. Тем более, что Экспо, в принципе, совпадает с периодом, когда у нас сезонный спад по большинству товарных позиций, потому что это начинает период урожая. И с юга, получается, поставки у нас увеличиваются, и с сопредельных стран. Ну и здесь, в центре, на севере, также начинается реализация собственных поставок. Поэтому какой-то, с точки зрения гостиниц, туристических объектов, это понятно, но это и хорошо, потому что это выгодно нашему малому среднему бизнесу, местному, астанинскому, всем, чтобы... Это же тоже экспорт туристических услуг, чтобы гости приехали сюда, оставили какие-то деньги. А с точки зрения нашей продовольственной корзины мы не ожидаем повышения либо какого-либо изменения цен. Спасибо. Уважаемые коллеги, следующий вопрос, Best News. Здравствуйте, Жанара Сардальна, Best News КЗ. Позвольте 2 уточняющих вопроса и 1, если можно, комментарий. В своем выступлении вы сказали, что предлагается реформирование специальных налоговых режимов. И начнем с патента. Скажите, пожалуйста, какие виды деятельности станут невозможными для пользователей патента? Второй вопрос. Если я вас правильно поняла, с 2020 года, значит, будет отменен режим упрощенки, так называемой, да, и налогообложение будет вестись теперь по реальной прибыли, и расходам, которые есть у предпринимателя. Но в этом случае, значит, резко возрастает налоговая нагрузка как таковая, потому что предприниматели отчитываются, те, кто используют, да, упрощенку 2 раза в год, каждые полгода, и получается, что за полгода нужно будет платить уже не по минимальным, скажем, расчетным показателям, а по фактическим прибылям, а они у всех разные. Но в любом случае налоговая нагрузка, значит, может возрасти, то есть согласны вы с этим или нет. И позвольте ваш комментарий. Министр финансов Султанов на коллегии ведомства в феврале сравнил налоговый кодекс, простите, с дуршлагом. Сказал, что слишком много поправок вносится, уточнений и так далее, что путаются уже не только предприниматели, но и сами фискалы. Что вы на это скажете? Спасибо. Спасибо большое, отличные вопросы. С точки зрения патента, какие виды деятельности теперь будут недоступны для патента? Это много обсуждалось, это обсуждается давно, потому что, в частности, патент, это в большинстве стран, это все-таки режим налогообложения таких ремесленнических видов деятельности. Он не подразумевает распространение этого режима на все виды деятельности, потому что там должны действовать более устоявшиеся, где доходы и расходы учитываются, такого характера режимы. Сказать, какие конкретно виды деятельности будут сокращены и будут ли сокращены вообще, сейчас очень сложно. Это вопрос очень непростой, чувствительный. Да, мы думаем о том, что будет какой-то перечень, на который будет патент, а остальные будут по другим видам упрощенных режимов продолжать свою деятельность. Но какие конкретно, мы пока не готовы сказать. Вот когда мы будем в целом презентовать налоговый кодекс, этот вопрос мы обязательно осветим отдельно. Но определенное видение есть, и желание все-таки вот по сужению есть, потому что необходимо обелять немного, необходимо переходить на учет доходов и расходов. Вы знаете, глава государства поставил задачу в 100 шагах о переходе к всеобщему декларированию. А всеобщее декларирование доходов и расходов возможно, когда я учитываю доходы и расходы. Если же я не веду какого-либо учета, а просто с оборота плачу процент, тогда, получается, эта задача не достигается. И вот, наверное, отвечая тоже сразу же на ваш второй вопрос, постепенно к упрощенному учету доходов и расходов мы должны переходить. И я призываю здесь не бояться и не считать, что наши бизнесмены, какие они малые, немалые, городские, сельские, не могут или не способны учитывать, насколько он продал, насколько он купил. На самом деле, как говорится, не так страшен черт, как его малюют. Это не так сложно вести в тетрадке доход, расход. Поэтому и это повышает и грамотность нашу финансовую, и выводит в тень те обороты, которые должны облагаться налогом, и, соответственно, влияет на
поступления налогов. То есть в любом случае это будет упрощенный режим. Мы не будем требовать сдачу полноценной декларации по корпоративному подоходному налогу от субъекта микропредпринимательства. Это надо четко понимать, мы это всегда имеем в виду. Что касается комментария относительно несистемности налогового кодекса и появлению большого количества разнонаправленных норм, с этим, наверное, невозможно не согласиться. Критиковал нас глава государства, как вы знаете. В этом есть, конечно, и наша, может быть, недосмотр, но тем не менее проблема в том, что при каждом практически законе есть предложения и попытки заходить в налоговый кодекс. И предоставление налоговых льгот в последнее время, оно разрослось настолько, что на все виды деятельности практически мы ищем ответы в виде налоговых льгот. Хотя, если смотреть на анализ, который дают ведущие экспертные организации, мировые агентства, налоги в части инвестиционного климата, бизнес-климата стоят на 4-5 месте. Первое – это доступность рынков, доступность кредитования, грамотность рабочей силы и так далее. А вот налоги, они не так важны, как кажутся. Тем не менее, заходили последние годы в налоговый кодекс всегда много специфические льготы, которые требуют, для того, чтобы дать льготу, ее же нужно расписать, как ее администрировать. И для того, чтобы одна льгота вставляется, а как ее администрировать, еще 3 страницы или 3 статьи. Поэтому, конечно, с этим мы вот в рамках нового налогового кодекса боремся и будем систематизировать, как нам глава государства, оптимизировать и недействующие, малоэффективные, малодейственные льготы устранять вообще. Задумываемся о том, чтобы, вот как раньше было, лимитировать количество изменений в налоговый кодекс. Сейчас можно в налоговый кодекс заходить хоть с любым законопроектом, который в разработке есть. Наверное, в такой системный документ надо ограничить количество изменений в одном календарном году. Это есть, но это в проработке. Это мы, естественно, в рамках межведомственной группы, а потом решаться будет на уровне правительства, а затем в парламент. Угу. Уважаемые коллеги, мы превышаем наш временной лимит. Давайте еще 2 последних вопроса и на этом закончим. Атамекен бизнес арнасы, Құралай пионер. Менің 2 сұрағым бар. Бірінші, жаңа микронесиені беруде, аймақтарға бөлуде пайызы ескерілген бе? Өйткені мысалы бізде оңтүстікте шағын және орта бизнес жақсы дамыған болса, мысалы өзге өңірлерде енді соншалықты жақсы дамиды деп айта алмаймыз. Сол сияқты жоқ әлде барлығы бірдей ала бере ме? Пайыз өлшем ескерілген бе несиені бөлуде? Ал екінші сұрағым, енді біз бизнесті дамытып, экспортты ұлғайтатын болсақ, мысалы, мәселен, алдағы 5 жылда Қазақстан экспортқа қандай жаңа тауар шығара алуы мүмкін? Шикізат пен азық-түліктен басқа. Осы сұраққа жауап берсеңіз. Көп рахмет сұрағыңызға. У нас по регионам мы не исходили из того, что при формировании, при распределении средств в рамках этой программы мы не исходили из количества субъектов МСБ и там, уровня развитости МСБ в том или ином регионе. На данный момент распределили поровну. Как это будет в дальнейшем? То есть освоение, не освоение, то есть по регионам, это надо будет смотреть в ходе исполнения этой программы. Пока правильно, наверное, будет дать всем одинаковую сумму, а затем смотреть, кто смог из акимов, какая смогла из областей максимально задействовать эту программу, тому, наверное, помогать в дальнейшем. Какие социально-экономические положительные последствия в рамках этой программы кто сумел создать. По экспорту, наверное, сейчас мы не будем готовы вам дать ответ, какие новые виды продукции у нас планируются на экспорт. Это больше будет ясно, во-первых, после того, как мы сформируем экспортную стратегию, потому что огромный блок экспортной стратегии – это не просто слова, это глубокий анализ рынков, ниш, сопредельных государств, дальних государств, куда мы можем, имеем возможность технологическую, коммерческую, логистическую поставлять. И исходя из этого, конечно, будут таргетироваться те или иные группы товаров, которые будут экспортироваться. Упор, конечно, надо делать на, как и в целом в экономическом развитии, на продукцию агропромышленного комплекса. Ну, по экспортной стратегии, я думаю, мы будем также освещать ее достаточно широко, и там мы можем подробно ответить на все вопросы.
Спасибо. И последний вопрос, коллеги. Информагентство «Анадолу», Алия Раимбекова. У меня вопрос относительно развития зон свободной торговли. Как известно, в Турции действует более 20 зон свободной торговли и имеет большой опыт в данном направлении. И ведутся ли сотрудничества с Турцией в данном направлении? Если да, то какие? Спасибо. Спасибо за вопрос. У нас большой интерес к развитию торгово-экономического сотрудничества с Турцией, не только у Казахстана, но и всех стран Евразес. Это страна большого интереса. Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время, в ближайшей, может быть, среднесрочной перспективе нам удастся выйти на начало переговоров. Но пока в конкретных планах их нет, хотя взаимный интерес неоднократно декларировался и со стороны Турции по отношению к Евразес, и со стороны стран Евразес по отношению к Турции. Құрметті әріптестер, құрметті қонақтар, сіздерге үлкен рахмет. Осымен бүгінгі баспасөз мәслихатын жабық деп жариялаймын. Келесі көріскенше сау болыңыздар.